День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Россия отметила главный праздник страны – День Великой Победы. Расскажем, как прошло празднование в республике. Эшелон Победы встретили в Алданском районе. Ретро-поезд времен Великой Отечественной вновь прошел через станции Якутии, собирая сотни жителей и сохраняя память о поколении победителей. Углеродная нейтральность как новая цель Якутии. Республика приняла климатическую концепцию до 2040 года. Расскажем подробности. В республике продолжается голосование по выбору объектов благоустройства. В этом году регион представил свыше 80 проектов. Якутянин Александр Маеда завоевал золото чемпионата России по суточному бегу, установив национальный рекорд. Накануне в России отметили День Великой Победы. Воины-якутяне принимали участие почти во всех крупнейших стратегических сражениях войны. За годы Великой Отечественной из Якутии на фронт ушло более 62 тысяч человек. Из них не вернулись с полей сражений более 37 тысяч. В том числе пропали без вести более 7. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Северная Республика давала стране золото, пушнину и рыбу. Жителей Якутии и ветеранов Отечественной войны поздравила глава республики Айсан Николаев. День Победы олицетворяет собой высшее проявление мужества и стойкости многонационального народа, который встал на защиту Отечества в годы самых суровых испытаний в истории человечества. Наша задача, цитата, «сохранить это единство». Сегодня в республике многое делается для того, чтобы окружить ежедневной заботой и вниманием тех, кто пережил те страшные годы. 7 участников войны, проживающих в республике, получили единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Всего в Якутии проживает 11 871 ветеран и труженик тыла, включая детей войны. Вечная память павшим защитникам Отечества и слава народу-победителю. Накануне в постпредстве Якутии в Москве прошла встреча ветеранов Великой Отечественной. Праздник в честь Дня Победы – это всегда праздник со слезами на глазах. А еще встречи со своими товарищами. Тему продолжит Айсена Бурнашова. Рад тебя. Я тоже. Это мой друг детства. Мы с ним столько лет не виделись и здесь встретились. Это серьезно? Вот он был маленький, сейчас он большой, стал я маленький. Они не виделись много лет, и потому каждое такое объятие особенно дорого. Сегодня здесь вспоминают молодость, друзей детства и годы, которые навсегда связали общей памятью о войне. Я работал на заводе, лесораспилочном заводе, 10-летний пацан. Вот так. Рабочих не было. Я работал на заводе. Таскал, пилил. Тяжеловато, но держались. Вот так. Пока взрослые сражались на фронте, дети вставали к станкам, работали в полях и на заводах. На их плечах держался тыл, а после победы и восстановления страны. Даже сегодня они больше думают не о себе, а о будущем молодого поколения. Чтобы была удача у них, чтобы они, значит, работали и любили Родину. У каждого в этом зале своя история военного детства. Ия Михайловна Колмогорова вспоминает север Якутии и тяжелый труд. Я родилась в 1933 году. Мне было 8 лет, когда война началась. И мы работали на севере. Я жила около Верхоянска. Мы там работали на полях, пилили дрова, кололи. В общем, трудностей много было, но мы все-таки выжили, слава Богу. Они рано повзрослели и научились жить вопреки трудностям, но даже спустя десятилетия сохранили бодрость духа и оптимизм. Побольше движения.
надо движение обязательно. Не лежать, не сидеть, а ходить, и общаться. И будет счастье. И улыбаться. И будут силы потихонечку. В зале поспредства сегодня звучат песни военных лет, поздравления и благодарности. Внимание уделили и тем, кто помогает ветеранам войны и фронту сегодня. Денис Савостин, Василий Ушаков, Сергей Аборин, Николай Кулик. Этот вечер вновь доказал, память о подвиге живет в искренней заботе и крепком рукопожатии поколений. Дорогие мои земляки, я вам желаю от всей души доброго здоровья, успехов во всем. И всех самых лучших земных благ я вам желаю. Айсена Бурнашова, Айтал Байтунов, Москва. Память, честь и вечная слава. В Госфонде «Защитники Отечества» в Якутске посмертно наградили военнослужащих, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга. Родственники бойцов получили награды вместе со словами благодарности и поддержки. Подробности в сюжете далее. Семьям бойцов, которые отдали жизни на защиту своей родины, передали государственные награды. Эти медали и ордена стали символом признания их подвига и вечной памяти о мужестве сыновей, мужей и отцов. Мы совместно с военным комиссариатом республики вручаем, передаем государственные награды родственникам наших защитников Отечества. Все награды, они независимо от уровня и статуса, очень важны. Они показывают подвиги и храбрость наших земляков, бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции. В зале прозвучали слова благодарности от представителей военного комиссариата. Они лично вручили 14 орденов мужества и 2 медали за храбрость 2-й степени и имени Суворова. Также медалями Всероссийского общественного движения «Отцы России» награждены 2 отца за воспитание защитников Отечества. Я получила медали своих героев, сына за храбрость 2-й степени и брата родного Матананова Максима Владимировича. Брат Матананов Максим Владимирович наш самый младший брат. Всегда будем помнить, он в наших сердцах. Сын Матананов Дмитрий Иннокентьевич за храбрость 2-й степени. Мой первенец также всегда остается в моем сердце. В завершении церемонии все присутствующие почтили память павших воинов специальной военной операции минутой молчания. Память о героях Якутии будет жить вечно, а их имена золотыми буквами вписаны в историю нашей страны. Диана Антонова, Иван Сорокаумов, Якутск. Ассоциация ветеранов СВО провела встречу с родственниками погибших участников спецоперации в преддверии Дня Победы. Организация, созданная в октябре 25-го, объединяет порядка сотни бойцов и планирует расширять свою деятельность, открыв филиалы во всех районах республики. Основной акцент в работе делается на поддержке как действующих военнослужащих, так и членов семей погибших участников СВО. Параллельно ветераны активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, проводя уроки мужества, обучая тактической подготовке и управлению беспилотниками. Вот решили сделать совместно с рестораном такой вот приятный сюрприз для наших родственников, наших братьев, да. И все-таки как наша ассоциация ветеранов СВО Якутии, мы помогаем нашим ребятам, которые находятся на фронте, решаем какие-то вопросы непосредственно здесь в тылу, непосредственно на родине, в городе Якутске, и вообще по республике работаем. Такие встречи важны, потому что родственники, они и так все в группах общаются, они поддерживают друг друга, тоже спрашивают какие-то, если новости, обмениваются информацией. А тут вот тоже, если очные встречи, это еще лучше. В праздничный день 9 мая по всей России прозвучал гудок победы. Ровно в полдень по местному времени находящиеся в пути машинисты грузовых и скоростных поездов, маневровых локомотивов и электричек подали продолжительный звуковой сигнал. Этой традиции 81 год. В мае 45-го, за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии по всей стране, прогремели раскатистые гудки паровозов. 81 год назад поезда несли великую победу во все уголки страны. Дань уважения дедам и прадедам мы воздаем с сохранением памяти. Через города и поселки Алданского района прошел эшелон победы. К ежегодной гражданско-патриотической акции присоединились сотни жителей. В числе встречающих ретро-поезд были и наши коллеги.
все дальше и дальше уходит в историю победный май 45-го года. В канун Дня Победы особенно глубоко ощущается величие подвига, совершенного советским народом во имя мира и тишины. Сегодня алданцы вновь собрались на железнодорожном вокзале города, чтобы встретить эшелон Победы. Атмосфера, душа поет. Конечно, такой праздник великий. Первый раз на этом мероприятии, потому что всегда работаешь, а тут с организацией организовали. Я прям очень рада, что поехала. Все хорошо. На празднике этом я уже не первый раз. Первый раз я посещала здесь с семьей. Сегодня так удалось, что организация организовала, и мы приехали. Настроение отличное. Я люблю этот праздник и считаю, что мы должны своим детям внушить, чтобы помнили и чтили. На перроне звенели песни военных лет, кружился вальс и не иссякали слова благодарности тем, кто в страшные 40-е заплатил за победу огромную цену. К гражданско-патриотической акции, которую проводит компания «Железные дороги Якутии» совместно с администрациями поселений, ежегодно присоединяются сотни алданцев. Уважаемые ветераны, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину нашей великой победы над фашистской нацистской Германией. Наши братья, наши сыновья сегодня также находятся в зоне специальной военной операции, воюют с нацизмом, который когда-то не додушили наши деды. В 41-м в таких военных поездах отправлялись на фронт отцы, братья, мужья и сыновья, а спустя 4 года победители возвращались домой. Для пассажиров в стилизованном ретро-поезде предусмотрено 2 вагона. В числе путешественников были ветераны тыла, дети войны и близкие участников спецоперации. Подрастающее поколение, да, удачи, более разумно распоряжаться своей судьбой и защищать нашу матушку Родину. Самое главное. Следуя по территории Алданского района, эшелон Победы совершил остановки в поселке Нижний Коронах и городе Томот. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Первый вопрос в повестке совещания – готовность республики к прохождению ледохода. По информации Гидромедцентра региона, в настоящее время нижняя кромка ледохода на реке Лени находится в Усть-Кутском районе Иркутской области. По прогнозам, вскрытие на территории Якутии ожидается во второй декаде мая. В свою очередь, республиканская МЧС проводит противопаводковые мероприятия, которые разделены на 2 этапа. Первая очередь на реках Лена, Алдан, Амга и Тата в 16 районах Якутии. Второй этап на реках Колыма, Яна и Индигирка на территории 6 районов. Александр Сергеевич дал по вручению по паводкоопасному периоду. Это по готовности, прежде всего, оперативных групп, по готовности системы оповещения населения о возможных угрозах, также по готовности пунктов временного размещения, их оснащения продуктами первой необходимости, медикаментами в паводкоопасный период, заблаговременного отселения населения маломобильного, лиц пожилого возраста из зон возможного затопления, а также подготовить и заблаговременно отогнать скот на безопасные территории, чтобы не было у нас больших потерь экономических. Вторым вопросом в повестке заседания стала подготовка к пожароопасному сезону. На сегодняшний день на территории республики насчитывается 45 термоточек, преимущественно техногенного характера. Причиной возникновения пожаров становятся несанкционированные сельхозпалы. Подавляющее большинство из них обнаружены на территории Кобяйского района. Виновное лицо установлено, ведутся работы по его привлечению к ответственности. Что касается других 11 районов, эта картина такая же. Проводится сжигание порубочных остатков, они тоже выявляются как термоточки. Ну и происходят несанкционированные, скажем, пожоги травы сухой охотниками и, как говорится, фермерами
и другими неустановленными лицами. Сегодня законом запрещено производить несанкционированный сельхозпал. И в этом направлении глава поручила работу усилить. То есть будут усилены работы рейдовых мероприятий со всеми органами государственной власти. Ледоход на реке Лени все ближе, подготовка к нему ведется по всей протяженности русла, в том числе на территории Хангаласского района. В зоне особого внимания Актемский наслег, где вероятность подтопления ежегодно остается высокой. Именно поэтому в селе состоялось совместное совещание профильных ведомств с местными жителями. Что они обсуждали на встрече, узнаем из материала далее. При наихудшем сценарии прохождения паводковых вод в Актемском наслеге в зону подтопления рискуют попасть 258 домовладений. Это самый высокий показатель в районе. Старожилы хорошо помнят годы, когда река показывала свой суровый нрав. В моей памяти в 1998 году подтопило, в 2010, 2000, раза 3, наверное, даже 4, может быть. В 80 каком-то году, в 88 тоже маленько подтапливал. Там домов меньше было. Чтобы минимизировать риски и выслушать опасения сельчан, в актовом зале Актемского филиала АГТУ состоялось совещание. Свои вопросы люди смогли задать напрямую представителям профильных ведомств – Ленского бассейнового водного управления, Управления автомобильных дорог, ГИМС и других структур. Один из главных поводов для беспокойства жителей – возможное образование ледовых заторов в районе Табагинского мыса. Именно в этом случае наслег может оказаться под водой. Поскольку сейчас там ведется строительство Ленского моста, люди хотели узнать, не усугубят ли работы паводковую ситуацию. Предвосхищая эти вопросы, на встречу приехали представители группы ВИС, которая осуществляет строительство моста. Они продемонстрировали карту объекта, объяснили схему возведения опор и заверили, что работы ведутся с учетом всех рисков заторообразования. Сама конструкция моста – это трехпилонная вантовая конструкция. Длина максимального пролета в русловой части составляет 850 метров. Полностью обеспечивает пропуск судового хода. Нам объяснили, что все рассчитано, все посчитано. Между пролетами этого моста достаточное расстояние есть для прохождения льда, безопасного прохождения льда. Затем участники встречи обсудили вопросы безопасного отгона скота, необходимость подворовых обходов и меры безопасности на случай неблагоприятного развития паводка. Кроме того, оперативный штаб района отчитался о текущей толщине льда. Если сравнить с прошлым годом, то толщина льда ниже нормы, чем в прошлом году, на 5-7 сантиметров. В прошлом году вроде нормально прошло. Да, быстро достаточно. 14 мая прошло под Покровском ледоход. В этом году планируют 16 мая. Тем временем, по последним данным, кромка ледохода на реке Лени пока что находится на территории Иркутской области. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. На сегодняшний день проезд по ледовым переправам Якутии для всех видов транспорта запрещен. За нарушение установленных запретов водители несут административную ответственность. Для граждан это штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50, для юридических от 100 до 1 миллиона рублей. Организованно выполняются пассажирские перевозки по всем основным переправам: Якутск, Нижний Бестях, Кангалас и Сотинцы, на реке Алдан, Мегина, Алдан, Кескил. Сегодня тарифы на перевозки на воздушных судах составляют из Якутска в Нижний Бестях 2500 рублей, по Вилюйской группе районов 1000 и по Алдану также 2500 рублей. Хочется напомнить, по станции Намыв тоже с прошлого года с коллегами ЖДЯ проведена работа по благоустройству станции Намыв, и со стороны Нижнего Бестяха для удобства граждан есть накопители специальные для пассажиров, и дальше проводим работу по благоустройству с точки зрения недопущения актов незаконного вмешательства. Есть требования транспортной безопасности. На сегодня закуплено оборудование, которое уже в ближайшее время будет установлено.
Дорожники Якутска отремонтируют 7 километров полотна в этом году. Обновление ждет 8 участков от Сергеляхского шоссе до улицы Ефимова на 203-м микрорайоне. Работа продолжит и на объектах, начатых в минувшем году. Среди таких, например, улица Аюнского. Специалисты успели уже заасфальтировать больше километра дороги от Дежнева до Каландрашвили. Сейчас на Аюнского приступили к рытью грунта для прокладки труб. Полностью готовый магистраль граждане увидят уже следующей осенью. В этом году планируем провести работу от улицы Петровского до улицы Октябрьская. Получается, там входит замена грунта полностью, основание и вынос всех инженерных коммуникаций. Кроме того, на участке от Петровского до улицы Октябрьская силами АО «Водоканал» и Сахатранснефтегаз выполняются свои работы. С правой стороны по пешеходному переходу, тротуару. Продолжается капитальный ремонт общежития педагогического колледжа имени Степана Гоголева. Пятиэтажное здание площадью порядка 4000 квадратных метров рассчитано на 350 мест. Работы стартовали 20 апреля, охватывают широкий спектр обновлений. В общежитии выполнят общестроительные работы, модернизируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Также предусмотрели и замену электрооборудования. На реализацию, к слову, выделено порядка 70 миллионов рублей. По плану все ремонтные работы завершатся уже к 10 августа, и с сентября студенты смогут заселиться в полностью обновленное здание. Остаться без крыши над головой. В конце апреля жители села Новая Табага были вынуждены съехать со своих квартир. А все из-за случившегося в их доме пожара. Люди вынуждены ютиться по друзьям и родственникам. Наш корреспондент продолжит тему. Вот так сейчас выглядит 8-квартирный жилой дом в селе Новая Табага по адресу Каландрашвили 1. Запах, гари, копоть и испорченные вещи – это результат пожара, произошедшего днем 28 апреля. Пожар начался где-то в 13:05, где-то в 13:10. Ко мне в этот момент приходила педиатр на вызов, ребенок болеет. Осмотр провела, ребенка посмотрела, она пошла на выход. В это время я была на телефоне, разговаривала по телефону и грела обед ребенку. И тут вот как раз-таки был ветер, запах дыма в квартиру заходил, окна выходят на ту сторону у меня. Почувствовала запах дыма, выглянула, думала, что у соседей, оказалось, что с нижней вообще квартиры, с 4-й, получается, вверх дым пошел. Жители 2-го этажа стали заложниками собственных квартир. Дым от возгорания заблокировал их в собственном жилье, из-за чего людям пришлось ждать помощи пожарных. Я, наверное, последняя самая выходила, потому что я плохо слышу, плохо вижу. И что-то затрещало за дверью, я пошла посмотрела. А там уже огонь полыхнул вовсю. Она пошла в прихожку, кухню, уже все, комната в дыму были. Пока я там собирала сумку, шапку, и все потеряла, телефон потеряла. И подошла вот в зале, там еще не так вот было много дыма. Хорошо мне пожарники помогли. Окно выбили и вытащили. По информации республиканского МЧС, огнем была охвачена квартира общей площадью в 60 квадратных метров и коридор в 10 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано 4 человека, а для тушения пожара было привлечено 53 человека личного состава и 13 единиц техники. Они буквально очень быстро приехали, конечно, спасибо. Я просто обычно в это время ложимся с сыном на обед спать вовремя, что мы не легли, приехал педиатр, так бы мы уснули бы, сами знаете, да? А так буквально 2-3 минуты, от силы. Может быть, 5. Несмотря на то, что пожар произошел 28 апреля, люди вынуждены жить у друзей и родственников, так как их квартиры все в копоти и в саже. Некоторые жильцы, как Кристина Ким, являющаяся женой участника СВО, вынуждена проживать с родителями в небольшом доме. А 83-летней Екатерине Наумовой пришлось переехать на неотапливаемую дачу. Сейчас я на дачу уехала там, тоже это все вывезла, там тоже девать некуда. Все заставлено. Дача – это летний домик. Только лето. На следующий день после пожара жильцы дома обратились в департамент жилищных отношений с просьбой о предоставлении маневренного жилья. Но, по их словам, в этом им отказали. В департамент жилищных отношений, там сказали, что есть
общежития, да, в городе, но они заняты, свободных комнат нет, жилья, чтобы нам могли бы кому-то выделить, у кого вообще совершенно у нас, у многих здесь нет жилья, да, другого. И поэтому как бы отказ мы получили. Сам же дом в Новой Табаге признан аварийным в 2020 году и имеет износ в 95%. Сейчас жителям не разрешается прибираться у себя в квартирах, так как точная причина возгорания до сих пор не установлена. Но пока жители надеются хоть и не на скорейшее переселение, но хотя бы на предоставление маневренного жилья. Вероника Таюрская, Юргун, Старостин, Табага. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Якутск посетила заместитель министра науки и высшего образования страны Ольга Петрова. В ходе рабочего визита федеральный куратор вуза побывала в Арктическом государственном университете искусств, культур и креативных индустрий, где осмотрела творческие мастерские и поговорила со студентами. Подробности далее. Кузница актеров, дизайнеров и просто талантливой молодежи. Арктический государственный университет искусств, культур и креативных индустрий вот уже на протяжении 26 лет обучает студентов нестандартному мышлению и свободе мысли через творчество. В рамках рабочего визита заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова посетила альма-матер креативной молодежи и дала рекомендации для дальнейшего обучения студентов. Поступило предложение от замминистра, чтобы мы обратили внимание на предложение дизайн-проектов для косметического ремонта бюджетных организаций. Мы, конечно же, примем это во внимание и усилим эту часть нашей работы. Студенты, уже были некоторые проекты, но их было небольшое количество. В частности, как раз-таки в ТИКСе был предложен проект по восстановлению детского сада «Солнышко». Нейробиблиотека, развитие креативных индустрий и отражение национального колорита через цифровые технологии. Это не все направления деятельности АГУИКИ. Университет участвует в государственной программе «Приоритет-2030», позволяющей раскрыть творческий потенциал студентов. Планы, конечно, регламентируются ключевым образом. Это программа «Приоритет-2030», где стратегия развития. Конечно, сейчас приемные кампании. Безусловно, задача, чтобы прием был успешным, и дальше большее взаимодействие с партнерами, безусловно, привлечение таких уже индустриальных партнеров, которые вкладывались бы совместно в развитие. То есть много разных интересных идей. Заместителю министра продемонстрировали XR-студио «Квартала труда». Помещение позволяет не выстраивать декорации для фильмов, а вывести их на экран с помощью проекции. Ольга Петрова посетила также творческие мастерские АГУИКИ, открывающие для студентов новые горизонты. Ребята сейчас рассказали, чем они занимаются, как у них построена образовательная система, насколько привлечены в образовательный процесс лидеры индустрии, не только нашей Якутии, но и, безусловно, из разных точек страны и мира. У нас обучаются иностранные студенты, которые сегодня выдают очень серьезные результаты. И у нас сегодня появились международные проекты, которые будут давать, конечно же, эффект и в науке, и в творчестве, и в образовании. Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова высоко оценила достижения коллектива Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий. В будущем перед заведением стоят новые вызовы и открываются дальнейшие перспективы. Вероника Таюрская, Юргун, Старостин, Якутск. В Якутии завершилось обучение первого потока нового учебного центра беспилотных авиационных систем «Полярный». 8 специалистов из разных отраслей освоили квалификацию оператора БАС. Им были вручены подтверждающие свидетельства. Подробности в следующем сюжете.
Обучение первого потока слушателей проходило на протяжении 2 недель. Специалисты дорожного и сельского хозяйств, а также учебных заведений получили основы управлениями дронами общей массой менее 30 килограмм. В составе выпускников в том числе ветераны боевых действий, которые сегодня получают новые востребованные навыки и возможности для профессионального развития. Я, как курсант региональной кадровой программы «Якутия. Земля героев», написал дипломный проект именно внедрение БПЛА в дорожную отрасль. И как раз уже успешно внедряем беспилотную авиацию в арктических районах. Поэтому сейчас очень актуальный вопрос внедрения беспилотной авиации в такую сложную сферу региона. Это содержание арктических северных дорог. Сам проект реализуется при участии Центра опережающей профессиональной подготовки совместно с технопарком «Якутия». Помимо повышения квалификации и обучения новым специальностям, здесь также будут проходить образовательные программы для школьников и студентов. Сейчас, конечно, и колледжи работают над этим, и школы, но помимо этого мы открыли учебный центр, который будет работать со взрослым населением и со школьниками в части именно на оборудовании открывшегося научно-производственного центра «БАС Полярный». Здесь мы даем, благодаря технопарку, благодаря новому НПЦ, даем уникальную возможность поработать на дронах большого масштаба. Такого в республике, да и в России вообще, их очень мало. И сейчас благодаря этому сотрудничеству у слушателей появляется такая возможность. Обучение проходит бесплатно в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Цель центра – подготовка кадров для ускоренного внедрения беспилотных авиационных систем в ключевые отрасли экономики региона. Беспилотная авиационная система в будущем, я думаю, очень сильно повлияет на экономику, очень сильно ее поменяет. В первую очередь, я уверен, что в транспортном, логистическом смысле, потому что у нас территория республики, она большая. У нас транспорт удаленных населенных пунктов, дороги тоже есть определенные сложности в межсезонье и так далее. То есть именно использование беспилотных авиационных систем, доставки в логистике, это будет, конечно, ощутимо менять нашу экономику, логистику, так скажем, цены на услуги и товары. Уже в июне стартует следующий поток для сотрудников сферы энергетики. До конца же года планируется подготовить не менее 100 специалистов. Тимур Калмогоров, Иван Саракаумов, Якутск. По итогам первого квартала этого года индекс промышленного производства в республике составил 99,3% к аналогичному периоду прошлого года. При этом наиболее заметный рост зафиксировали в сфере обрабатывающих производств. В транспортной отрасли также отмечается положительная динамика. Грузооборот автомобильного транспорта организации без субъектов малого предпринимательства также увеличился на 21% выше показателей января и марта 2025 года. На прошлой неделе Якутия приняла концепцию углеродной нейтральности. По прогнозам разработчиков документа, к 2040 году республика сократит выбросы парниковых газов на 40%. Как регион с экономикой, опирающийся по большей части на грязную промышленность, планирует перейти к климатическому благополучию, узнаем далее. Кажется, что просто существование человека вредит планете. Вся наша жизнедеятельность заточена на разрушение природного баланса. За примером далеко ходить не надо. В школе каждый слышал о парниковом эффекте. Земля медленно, но верно нагревается. Это проблема мирового масштаба. Ее последствия чувствуют и в Якутии. Уж слишком непривычно теплые зимы и жаркое лето. Процесс уже не остановить, но замедлить его в наших силах. На это и рассчитана концепция так называемой углеродной нейтральности. Разработали ряд предложений и мероприятий, которые, на наш взгляд, помогут нам извлечь, скажем так, выгоды и нивелировать риски от этой большой зарождающейся климатической экономики, которая связана с тем, что мы все стараемся предотвратить
значит, предотвратить рост выбросов, потепление и, соответственно, адаптироваться к тем изменениям климата, которые уже неизбежно будут на промежутке 20-30 лет происходить. Говоря простым языком, Якутия будет поглощать больше углекислого газа, чем его производит. Вопросом о том, как мы к этому придем, целый год занимался коллектив ученых. И вывод исследований удивит обывателя. Наша республика вообще-то уже углеродно-нейтральна. Всю добычу алмазов, золота, газа и нефти сглаживает обширный лесной массив. Но далеко не все российские субъекты и даже страны могут похвастаться таким же количеством зеленых помощников. В Якутии у нас леса позволяют выступать в роли стока парниковых газов, то есть наши леса поглощают. У нас нет такой активной промышленности, которая бы загрязняла на таком региональном уровне планету. Но наши леса, они как бы поглощают вот эти выбросы, которые идут с центральной, с западной части нашей страны. Но Якутии все еще есть куда расти. Пресловутые пожары не только уничтожают леса, но и несут за собой не меньше вреда, чем те же недропользователи. Поэтому концепция поощряет промышленные компании внедрять экологические инициативы, в том числе помогать тушить возгорания или переходить на чистое топливо. Сфера энергетики, она охватывает большинство направлений. Энергосберегающие технологии, газификация населенных пунктов, они все вкупе дают минимизацию выбросов парниковых газов. То есть это может быть перевод газомоторного на газомоторное топливо и так далее. По всем отраслям это касается. Отдельный вопрос – сфера ЖКХ – больное место якутской экономики. Сделать ее энергоэффективной – это забег на длинную дистанцию, впрочем, как и вся концепция. Но только такое долгосрочное планирование позволяет улучшать ситуацию без шоковых последствий. Концепция углеродной нейтральности – первый шаг на большом пути. Теперь ученым предстоит сформировать программу с более конкретными мерами, но дорогу осилит идущий, как говорят сами светила науки. Ржана Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. В республике продолжается голосование по выбору объектов благоустройства. В этом году регион представил свыше 80 проектов в 35 муниципалитетах, которые охватили различные общественные пространства. Жители региона старше 14 лет могут выбрать территории для обновления от парков и скверов до набережных и зон отдыха. От Якутска, например, на конкурс подали 9 инициатив, из которых 2 получившие наибольшую поддержку, будут профинансированы и реализованы в следующем году. За 2 недели в голосовании приняли участие более 25 тысяч якутян. Отдать свой голос можно онлайн через портал госуслуг, а также через волонтеров до 12 июня. Наиболее активными на сегодня стали жители городов Якутск, Мирный, Ленск, Нюрба и сел Сюле, Нюрбинский район, Майя, Мегино-Кангаласский район, Титебе, Хангаласский район и Мегино-Алдан, Тамфонский район. Голосование проходит в рамках проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже сейчас у вас есть своя возможность принять активное участие в голосовании для развития нашего любимого региона Якутии. В Ленске прошла внеочередная сессия районных депутатов, на которую утвердили выделение 87 миллионов рублей из бюджета Ленского района городской администрации на ремонт дорог в этом году. Это не единственное финансирование. К районным средствам добавятся транши из федерального и республиканского бюджетов. Глава района отметил, город должен заранее формировать перечень объектов на следующие годы и уже сейчас завершать разработку проектной документации. Помимо этого обсудили ямочный ремонт. Дороги в городе в неудовлетворительном состоянии и требуют оперативного вмешательства. Инициативу поддержали единогласно. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Москве вручили одну из главных наград в мире балета – приз «Душа танца». Среди лауреатов – представители Якутии. Торжественной церемонии гала-концерт прошли на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Кто из якутян получил престижную награду, узнаем в материале далее.
Торжественная атмосфера, аншлаг и имена, вписанные в историю балета. Приз «Душа танца» уже более 30 лет отмечает тех, кто формирует хореографическое искусство страны. Среди лауреатов разных лет Майя Плесецкая, Юрий Григорович, Родион Щедрин. И сегодня эту линию продолжают новые имена. Валерий Аргунов, ведущий солист театра, оперы и балета Якутии, выпускник Московской академии хореографии, стажировался в Нью-Йорке. Символично, именно на этой сцене в театре имени Станиславского и Немировича Данченко он начинал свою карьеру. Сегодня Валерий вернулся сюда уже лауреатом «Души танца» в номинации «Восходящая звезда». Танец – это красота, это любовь, это романтик. Как сказать, балет – это труд, сложный труд очень, потому что нужно каждый день победить самого себя, так как иногда тело болит настолько, что ты уже не можешь ничего сделать, но тебе надо это преодолеть и не показывать зрителям. Нужно сыграть свою роль достойно, как достойный артист балета. Впервые в истории «Души танца» награду получает не только артист, но и учебное заведение. Якутская балетная школа имени Посельских признана одной из лучших в стране. Конечно, для нас это очень радостно, мы просто счастливы. И тем более, в прошлом году мы только отметили 30 лет нашей школы. В апреле мы отметили 80-летие со дня рождения основателя нашей школы Натальи Семеновны Посельской. И мы посвящаем этот приз Наталье Семеновне Посельской. Это результат десятилетий работы. Школа, созданная в 90-е годы, сегодня одна из самых северных в мире и при этом готовит артистов для ведущих театров и Якутии, и России. Это явление, конечно, уникальное, вообще в мире уникальное, с рождением на севере такой школы, которая за достаточно короткий срок с углубленным изучением нетрадиционной для Якутии хореографии создала прекрасный театр. И из тот талантливых детей, которые с присущей якутам заинтересованностью, увлеченностью. И даже вот сегодняшний главный балетмейстер Якутского театра тоже воспитанница школы. На гала-концерте фрагменты балета «Сияющий камень», национальная хореография и эпизоды из «Сказочной долины». Через язык танца зрителям рассказали о культуре, традициях и природе Якутии. В этом году церемония «Души танца» прошла в 32-й раз и была приурочена к 45-летию журнала «Балет». Айсена Барнашова, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва. В Якутском музее открылась выставка мастера народного художественных промыслов Полины Федоровой. Полина Николаевна создает традиционные народные костюмы, реализует проекты из 2019 года, обучает национальному шитью. На самой выставке представлены женские и мужские комплекты якутской традиционной одежды, элементы конского убранства и другие изделия ручной работы. Один из самых ярких экспонатов – реконструкция вышитых разноцветными шелковыми нитями мужских рукавиц XIX века. Кроме того, в экспозиции представлены редкие предметы из фондов музея. Выставку можно будет посетить в течение месяца. Традиционным шитьем я начала заниматься с 2015 года, когда вступила в группу Карадагана Балага, а потом еще в Уран-Ис, это в 2018 году под руководством Светланы Ивановны Петровой. И с этого времени уже начала заниматься традиционным национальным шитьем. Но впереди планы есть. Хочу полные комплекты мужской и женской зимние сшить. Далее о спорте. В столице республики дали старт сезону проведения утренних зарядок. Теперь ежедневно с 7 утра любой желающий может присоединиться к оздоровительной группе и зарядиться бодростью на весь день. Все упражнения, включенные в программу, выполняются под руководством известных спортсменов и общественных инструкторов. Продолжит тему моя коллега.
Начни утро с победы над собой. Под таким девизом стартовал долгожданный сезон проведения утренних зарядок. Мероприятие, проводимое с 2005 года, стало для якутян доброй традицией и хорошим началом дня. Вот это девиз вот, в течение 20 лет продолжается, и много по всей республике, тысячи человек выходят на эту зарядку и занимаются, как говорится, своим здоровьем, укреплением, прививают своих детей, близких, друзей. Утренняя зарядка дает именно заряд бодрости для всего тела, также для настроения, здоровый образ жизни, привлечение людей к систематическому занятию физическим спортом. С этого и начинается. Сегодня на стадионе Туймада с участниками занимались именитые спортсмены, лучница Кристина Устинова и боксер Василий Егоров. Они поделились своим опытом и показали простые, но эффективные упражнения для бодрого утра. Утреннюю зарядку нужно начать зависимо от возраста. Допустим, можно с рук, потом переходим на плечи, на туловище, на ноги и выполнять комплекс упражнений, чтобы охватить все тело, весь организм. Зарядка объединила собой как подрастающее поколение, так и пожилых людей. Вместе они провели 30 минут на свежем воздухе, выполняя разные упражнения. От йоги и национальных танцев до общей физической подготовки. Среди занимающихся и родители, прививающие своим детям любовь к спорту и дисциплине. Мы посмотрели видеоролик, который рассказывали то, что будет зарядка. И вот мы решили прийти по инициативе Сарелла. Впервые были, и после зарядки уже пойдем в садик и на работу. Настроение вообще супер. Прям с утра прилив энергии. Мне кажется, у Сарелла тоже весь день уже будет на заряде, да? Сезон утренних зарядок продлится до осени и охватит собой основные площадки Якутска и районов. На сегодняшний день Якутия входит в тройку лидеров Дальнего Востока по количеству жителей, систематически занимающихся спортом. Анастасия Пуляева, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. Полярные волки заканчивают хоккейный сезон на высокой ноте. Юные спортсмены привезли домой Кубок Победы. На выездном турнире в Иркутске якутяне разгромили сразу 5 команд. Триумфальное возвращение не отменяет режима. Хоккеисты приступили к тренировкам на родном льду. Впереди у полярных волков завершающие соревнования сезона, где дети поборются за медали с местными командами. И мне в целом понравилось играть против всех этих команд. Довольно неожиданно, то, что мы заняли первое место. Еще команды довольно были серьезные. Их было 5 команд. Мы играли две команды в один день, иногда одна просто была. И все мы стали лучше играть. Защитники у нас лучше, нападающие. И вратари тоже немножко стали лучше. Якутянин Александр Маеда завоевал золото чемпионата России по суточному бегу, установив национальный рекорд. Как встретили новоиспеченного триумфатора экстремального забега, узнаем в следующем сюжете. Для лучезарной улыбки есть повод. Александр Маеда вернулся домой чемпионом России. Если вас удивляет выносливость марафонцев, то вы еще не слышали о суточном беге. Якутский спортсмен боролся за медаль буквально и день, и ночь. Даже есть приходилось на ходу. По-другому никак. Варианта сдаться просто не было. Вспоминаются все тренировки, то, что пролито было за это 9 лет. Вот это все передает силу. И такого мысли нет, что надо сойти. И все равно вся республика болеет. Ответственность большая, как-никак. Надо отработать. И болельщиков, правда, много. Зал ожидания полнится земляками, родственниками и друзьями. Тут же спортивные единомышленники, клуб «Мастер Мо», где Александр тренирует бегунов. Весь труд окупился дважды. Вместе с наставником на старт вышел и ученик. Выполнил для себя КМСа, кандидата в мастера спорта. На первый раз хорошо, для себя хорошо сбегал. Опыта набрался. Александр Егорович меня поддерживал во всем. Я его поддерживал. Вместе так сообща.
На чемпионат в Москву Александр летел с целью выполнить норматив мастера спорта международного класса. За 24 часа пробежать 260 километров. Но легкоатлет прыгнул выше головы. В голове только вот это было. 260 пройти, а потом уже там видно будет, как по самочувствию. Вот 260 пробежал, и самочувствие, ну, еще нормально, силы были. Поэтому вот тренер сказал, что надо идти на рекорд. Так и получилось. Преодолев 285 километров, якутский бегун стал еще и обладателем национального рекорда. Предыдущий, кстати, не могли побить 20 лет. И такими успехами якутские легкоатлеты радуют нас чаще и чаще. Все это – следствие планомерной работы всего бегового сообщества республики. Это показатель того, что у нас очень сильно развивается легкая атлетика, в частности, бег на 100 километров, суточный бег, марафон, именно на длинные дистанции. Поэтому наши ребята показывают очень хорошие результаты. В данных соревнованиях у нас с нашей республики очень много результатов. Все шли туда выполнять, кто мастера спорта, кто кандидатов в мастеров спорта. А на горизонте у Александра уже мелькают следующие цели. Осенью ему предстоит подтвердить звание международника. А там, пожалуй, не так далеко и до мировых вершин. Эржена Гармаева, Нургун Старостин, Якутск. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.